Специалист рассказал, как побороть плохую связь. По мнению директора Института информационных технологий, способов лишь два. Поменять оператора, либо взять телефон с 2 сим-картами и переключаться между ними, варьируя покрытие. В общем, чудо не случилось. Это новости IT. Здравствуйте. Переходим к событиям недели. В Москве глава Якутии и генеральный директор Мегафона подписали соглашение о сотрудничестве. Проект Arctic Connect, который предполагает строительство оптоволоконной линии связи Европа-Азия по дну Ледовитого океана, будет включать отводы на континентальной части страны. В республике компания планирует первым делом построить отвод до поселка Тикси и продвигаться дальше в другие районы региона. Уникальный, амбициозный, невероятно технологичный. Это все про проект Arctic Connect. 10 тысяч километров оптоволокна проложат по дну Ледовитого океана, а отводы, построенные от основной линии, позволят обеспечить связью потребителей Арктики и Дальнего Востока. Причем связь эта будет высокоскоростная. Эксперты гарантируют передачу сигнала с минимальным уровнем задержки. В Якутии первым поселком, который подключится к этой линии, будет Тикси. Проект, который реализует компания Мегафон сейчас в Ледовитом океане, он на самом деле является уникальным проектом, когда впервые вдоль Северного морского пути появится линия оптоволоконной связи. И, конечно же, мы заинтересованы в том, чтобы как раз территория республики, наши арктические поселки, лежащие на побережье, могли к этой линии подсоединиться. Вслед за Тикси к оптоволокну постепенно будут подключаться и другие арктические районы в республике. Причем все прелести высокоскоростного интернета смогут оценить не только частные пользователи, но и крупные предприятия, которые активно осваивают Арктику. Сегодня они используют спутниковую связь, которая не всегда отвечает всем современным требованиям. Вот это очень низкий уровень скоростей, это низкие сигналы, а на дворе уже полмира развивают сети 5G, суперскоростные сети последнего поколения, которые позволяют открыть огромное количество новых продуктов и новых возможностей для как раз корпоративного сектора, для предприятий. Автоматизировать производство, передавать огромные массивы информации, делать систему мониторинга и много-много другое. На спутнике это невозможно. Понятно, что развитие телекоммуникационной инфраструктуры в арктической зоне – это крайне важно для создания комфортных условий проживания местного населения, а также это база для социально-экономического развития заполярных регионов. Закончить проект полностью планируется к 2024 году. Экспедиция по маршрутам прокладки ВОЛС стартовала в Якутске. Ее организовала пермская компания «Импульс», выполняющая строительство оптоволоконной линии связи вдоль магистральной линии на участке Якутск-Магадан. Целью экспедиции станет уточнение пути прокладки оптоволокна и установление взаимодействия между органами власти и операторами связи. Участники экспедиции также планируют на местах встретиться с молодежью для проведения профориентационной работы. Участники на 5 специально оборудованных автомобилях проедут по территории Мегино-Кангаласского, Татинского, Тампонского, Аймиконского, Верхнеколымского, Среднеколымского и Нижнеколымского районов. Мы хотим сразу тянуть 2 линии, проговорили маршруты и там, с Минприроды, как проходить, что делать. То есть эти проекты решать только совместно, потому что мы не можем одни это делать. То есть вопросов очень много. Это и дорожное хозяйство, это и земли лесных фондов, и хозяйствующие субъекты, и сооружения разного рода. Поэтому все, что мы делаем сообща. В бизнес-школе Сколково в рамках онлайн-конференции «Антихрупкость» обсудили экономические тренды, определяющие успех Якутии на ближайшую перспективу. В дискуссии приняли участие глава республики Айсен Николаев и исполняющий обязанности мэра города Якутска Евгений Григорьев. Модератор сессии, президент Московской школы управления Сколково Андрей Шаронов отметил роль подготовки кадров и управленческих команд на муниципальном и республиканском уровнях при запуске новых масштабных проектов, а также цифровой трансформации региона. Опыт Якутии в области развития IT-отраслей оценивается экспертами как один из передовых в России. В регионе ежегодно вводится до 2000 километров ВОЛС, открываются IT-центры в районах, создаются новые рабочие места. В условиях пандемии в 2020 году достигнут 80% охват интернетом жителей республики. Мы тоже вполне осознанно делаем ставку на креативные экономики, на IT-экономику. IT-отрасль Якутии – это уже феномен, который стал общепризнанным.
Мы сегодня осуществляем порядка 85% экспорта IT-услуг Дальнего Востока. В следующем году мы открываем уже еще один кластер, креативный кластер, где у нас в квартале труда будут сосредоточены локации, связанные вот как раз с креативными отраслями. С кино, с дизайном, с архитектурой, с фэшн-бизнесом. Ученые Арктического инновационного центра СВФУ представили новые разработки. Ежедневно в центре проводятся исследования по всему комплексу фундаментальных и прикладных наук. А новейшее оборудование обеспечивает инновации в области организации не только научной деятельности, но и учебного процесса в ВУЗе. Исследование новых наноматериалов на основе графена проводится в лаборатории нанотехнологий. Проект пока находится на этапе разработки, но уже в ближайшем будущем его результаты могут быть использованы при создании гибкой печатной электроники в виде часов, телефонов и других цифровых гаджетов. Развитие нашей сегодняшней электроники, то есть ничто не стоит на месте, и получается мы переходим все равно уже к более и легкой она становится, эта электроника, и вживаемой, вживляемой куда-то. И для этого необходимы, конечно, новые материалы, новые свойства этих материалов, и мы над этим работаем. Компания Apple отчиталась о рекордной квартальной выручке, впервые превысившей $100 миллиардов. Гендиректор компании Тим Кук сообщил, что число активных iPhone в мире превысило 1 миллиард. Что интересно, хитом продаж с последней 12-й линейки стала не мини-версия, а максимальная Pro. Apple превзошла и без того высокие ожидания Уолл-стрит. В среду компания отчиталась о рекордных доходах за праздничный квартал, который стал самым прибыльным за всю ее историю. Выручка технологического гиганта за последние 3 месяца составила $111,14 миллиарда, что на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Все это благодаря продажам новых айфонов, айпадов и ноутбуков. Этому способствовала пандемия коронавируса, из-за которой потребители работали, учились и играли в игры дома. Гендиректор Тим Кук рассказал Рейтер, что продажи айфонов в Китае выросли на 57%. Сюда входят как новые покупатели, решившие отказаться от Android, так и старые клиенты, обновившие свои устройства. По его словам, в настоящее время число активных айфонов по всему миру превышает 1 миллиард. Акции Apple, крупнейшей публичной компании в США, выросли более чем на 10% всего за последние 2 недели, однако немного упали после выхода отчета. Британцы показали свой концепт города будущего. Примечательным станет подготовленная инфраструктура для летающих аппаратов. Расположенный в центральной Англии город Ковентри станет домом для проекта будущего. Там собираются построить прототип аэропорта, предназначенного для летающих автомобилей и беспилотного воздушного транспорта. Автор проекта – британский стартап Urban Airport. Компания выиграла грант в рамках государственной программы по разработке летающих транспортных средств с нулевым уровнем выбросов. Для строительства временного аэропорта власти выделили 1 200 000 фунтов стерлингов. Партнером стартапа выступил южнокорейский автомобильный гигант Hyundai. Это новая технология, которая изменит правила игры. Вы знаете, много говорят о воздушных такси и летающих автомобилях, и в эти программы было вложено огромное количество средств. Но чего пока не хватало, так это инфраструктуры. Вы не можете сесть в самолет, не посетив аэропорт. Вы не можете поехать на поезде, если не доберетесь до железнодорожной станции. Таким образом, создание наземной инфраструктуры является ключевым моментом. Первые результаты строительства аэропорта будущего обещают показать публике уже в конце этого года. Зрителям представят внешний облик терминала для летающих автомобилей, пассажирский беспилотник и действующий электрический аппарат вертикального взлета на специально возведенной для него посадочной площадке. На прошлой неделе рассказывали о том, что помимо британцев компания GM представила концепт летающего автомобиля. Не отстают и российские разработчики. Компания HoverSurf представила прототип летающего такси. Одним из первых за новинкой наблюдал Роман Чуриков. «Летающие машины уже рядом», гласит девиз московской компании HoverSurf. И изобретатели решили доказать это делом. В одном из пустующих из-за коронавируса столичных спорткомплексов прошел тестовый полет прототипа воздушного такси.
Пока это предсерийный образец, у него нет даже руля, а управляется как обычный дрон, дистанционно. Но это только пока, говорит глава HaverSurf Александр Атаманов. Летающая машина, прототип, в скором времени превратится в серийный аппарат, который мы собираемся построить в 2021 году. И таким образом все технологии, которые мы отработали там, перейдут в эту машину. И машина будет летать при помощи нового типа двигателей Venturi, которые установлены здесь и здесь. В HaverSurf надеются, что первый серийный образец будет выпущен до конца года. Но для этого нужно провести полноценные испытания. Они назначены на сентябрь. Разрешение на полеты планируют получить до 2025-го. Оптимизм разработчикам внушает эффективность французских двигателей, а также собственный опыт. 3 года назад они уже успешно создали летающий мотоцикл для полиции Дубая. Начинали с технологии одноместного персонального дрона, hoverbike, так называемый Scorpion S3, который поднимал одного человека. Это было экстремальное... И был шумнее, слово говоря. Был шумнее, да, он был более экстремальный, более дерзкий, если можно так сказать. Вот. И с тех пор мы всю технологию перевозки человека по воздуху при помощи дрона постоянно модернизируем, постоянно добиваемся каких-то новых успехов. И все эти технологии переходят из одного вида летательного аппарата в другой, постоянно совершенствуясь и набирая уровень безопасности. Интерес к потенциальной новинке высокий. За 5 лет HaverSurf удалось привлечь $3 миллиона инвестиций. При этом для пассажиров такого такси поездка будет совсем недорогой. Изобретатели прогнозируют цену в 20 рублей за километр. На этом пока все. Повтор программы смотрите на YouTube-канале Якутия24, а также в Instagram-аккаунте yak24.ru. Спасибо за внимание и всего доброго.